могильник Шахидон, который вот мы раскапываем, нашли не мы, а местные жители нашли, когда брали с холма глину. В Старикосуре, возле которого находится этот могильник, есть собственный маленький краеведческий музей. Сотрудники музея сообщили об этом Министерству культуры, а Министерство культуры сообщило нам, и мы после этого поехали туда и осмотрели этот холм. Холм действительно оказался очень интересный, поскольку на нем находился могильник, который важен для науки в том плане, что, как мы предполагаем, хотя это еще не доказано, но мы надеемся, что это будет так, что он принадлежал эфталитам. Вот этот могильник очень интересен в том, что, как я сказала, они оставили очень мало таких вот свидетельств, поскольку кочевой народ. Поэтому на территории Средней Азии вот этот могильник всего второй. Больше таких памятников на территории Средней Азии нет. И этим, конечно, он очень уникален для исторических этих. Почему, например, мы считаем, что... Теперь перейдем, почему мы считаем, что это эфталиты оставили? Во-первых, это время, как раз время существования государства эфталитов. Это подтверждается находками, это подтверждается монетами, которые найдены во рту у погребенных. Раньше был такой обычай, в рот клали монету, чтобы заплатить ее перевозчику, который перевозил людей через реку времени в рай. Поэтому время существования могильника точно устанавливается, конец V века. Это время как раз таки время существования эфталита. Сам метод захоронения очень интересный. Во всех погребениях, которые мы вскрыли 34 погребения, там находились или фрагменты лошади. Обязательно у лошади было во рту, так сохранились вот эти вот стремена, вот такие вот стремена, удила, значит, находились удила во рту, удила, а вот это вот в одном случае было найдено совершенно непонятно какие-то удила, они больше похожи на какую-то садистскую такую вот, я не знаю, как даже ее назвать, потому что это очень жесткое крепление, и наверняка лошади было намного очень больно. Потому что вот эта штучка, прямо как так, как она находила, она заходила прямо под язык лошади. И наверняка это было очень, так сказать, больно. В двух случаях мы нашли очень интересное погребение. Оно было двойным. Первый камер, оно состояло из двух камер. В одной камере находился полный скелет лошади, которую, видно, убили и потом на подогнутых ногах положили на живот. То есть это полный скелет лошади был. Ее морда была положена на каменный такой постамент, за которым располагалось погребение уже человека. Там лежал воин, возле него, справа от него лежал нож, вот такой вот нож железный, вот железные ножи, железный нож лежал, а слева от него располагался меч около метра длиной. Также лежали пучок из стрел. Хорошо, что даже немножко сохранилась древка стрел от деревянных вот этих отделений, что очень редко, поскольку дерево долго в земле не лежит, гниет, но здесь сохранилось. Пучок стрел и... в головах стоял кувшин. Значит, а в женских, например, погребениях вывоз женщины сопровождал совсем другое. Вот, например, вот последнее погребение, которое мы вскрыли, значит, там мы нашли в ухе женщины почему-то одно, это уже несколько раз было, значит, одна серьга почему-то, как правило, непонятно почему одна, но вот по одной сережке, как правило, во всех погребениях золотой. Вот такая самая простая, тоже чистить надо, поэтому она не распрямляется. Самая простая вот такая золотая сережка, сделанная в виде кольца обыкновенно и с небольшой такой подвесочкой. То есть, с одной стороны, это подтверждает, что эфталиты вошли в состав таджиков, и вообще, что таджики, так сказать, вот эта вот линия средиземноморская грацильная,
она отмечается еще и с эпохи неолита и эпохи бронзы. То есть это показывает, можно спокойно говорить о этногенезе таджикского народа на большом промежутке времени. Вот у нас средневековых, так сказать, материалов не было, поскольку было сложно, их не было, могильников, связанных с зороастризмом.